Бескозырки с ленточками моряков и черные береты морских пехотинцев. Этими символами буквально пестрили улицы городов и районов. Для нашей республики этот день особый. Сегодня мы один из главных поставщиков новобранцев на Северный флот. Вот почему так важна торжественность момента. Это не только праздник, повод вспомнить тех, кого море забрало навсегда. Ровно через 2 недели, 12 августа, очередная 18-я годовщина катастрофы подлодки «Курск». Трагедия, прогремевшая на весь мир, унесла жизни 7 моряков из Коми. Но такая катастрофа, вспоминает ветеран ВМФ в составе крейсера Александр Невский, могла произойти и раньше. Он участвовал в спасении подлодки К-19, первого отечественного атомного ракетоносца, которую за многочисленные аварии моряки прозвали «Хиросимой». В феврале 1972-го на судне вспыхнул пожар. 28 человек погибли, устраняя аварию, спасая лодку и товарищей, а мир от ядерной катастрофы. Но тогда экипажу удалось всплыть. Нас окружили американцы и другие крейсера, не дали спасти и взять до буксира дали. После того наш командир обратился в Министерство обороны Советского Союза, что нам и как быть. Министр обороны дал нам отправить крейсера к спасению К-19. Потом к нам прибыл несколько крейсера, спасали 12 человек с помощью вертолета. Конечно, сильнейший шторм был, тяжело было нам их принимать. Вот поэтому День ВМФ – отличный повод встретиться и вспомнить, что море не прощает ошибок и особенно сплачивает коллектив судна. А праздник и вовсе – возможность вновь почувствовать себя единой и мощной флотской командой. Сегодня хороший праздник. Очень было приятно, что пришли много людей, что они помнят, что они служили на флоте и хотят, чтобы другие люди видели, что флот – это не просто люди в бескозырках, да, которые ходят не пойми зачем, а то, что люди отслужили, прошли школу жизни, тяжелую, суровую, а кто-то и войну прошел, а кто-то и не одну. Чтобы мы об этом помнили, как мы помним наших предков. Ветеранскую организацию ВМФ в Коми основали в 2015 году, что достойно особого общественного внимания. За счет личных средств активисты организуют патриотическую деятельность с детьми. В первую очередь это все учебные заведения и детские лагеря. То есть в формате уроков мужества, сборка автоматов, рассказываем про форму, проводим что-то вроде зорниц, потому что их сейчас очень не хватает, с полосой препятствия, с дымовыми шашками, с физическими такими трудностями. Ну, на самом деле детям нравится. А вот для проведения масштабного праздника собранных средств уже не хватает. Тут, как и на День ВДВ, необходима поддержка. Поэтому в этот раз официально ограничились митингом. Дальше колонны и машины моряков проехали по улицам, развивая андреевские флаги. Многие устремились домой, к телевизорам, смотреть трансляцию главного парада ВМФ в Санкт-Петербурге. В грандиозном смотре участвовали более 4000 моряков Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии, свыше 40 кораблей и катеров различных классов, а также группа морской авиации. А многие наши земляки и вовсе специально приехали в северную столицу, чтобы увидеть все воочию. Здравствуйте, откуда вы, как вас зовут? Здравствуйте, Елена, мы из Республики Коми, город Сыктывкар. Мы приехали вот с моей семьей, мы возвращаемся с отпуска. И вот просто решили не пропустить такой незабываемый праздник, просто неописуемый. Впечатлений масса, очень все интересно, все понравилось, здорово. Мы нисколько не жалеем, что посетили. Я даже вижу, вы захватили с собой бинокль, можете нам показать, да? Можем, вот бинокль обязательно захватили, чтобы все рассмотреть. Потому что вблизи это просто белоснежная форма моряков, военное оснащение, техника, все просто супер, очень понравилось. Принимал главный парад ВМФ в Санкт-Петербурге президент, прибыл по особому приглашению туда и глава Коми. Поэтому с поздравлениями к морякам он обратился через соцсети, отметив, что во все времена профессия моряка была овеяна ореолом романтики, но вместе с тем она всегда была одной из самых сложных. Константин Куратов, Павел Фетисов, телеканал Юрган.